Selam aleykum saygılı dostlar. Bugün bizde Kırım Tatar tilini 24. dersi ve ders mevzusu хорanta азалары. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 24-й урок крымско-татарского языка и тема урока «Члены семьи». Давайте начнем. Сначала я буду читать медленно, а потом прочитаю все еще раз побыстрее. Итак, siz evlisiniz mi? Вы женаты, замужем? Siz evlisiniz mi? Мен evli değilim. Я не женат. Или же не замужем. Değilim – это всегда как бы частичка «не». Değil – это в неопределенной форме. Değilim – это когда относится к первому лицу. Если же ты не женат, sen evli değilsin. Всегда окончание меняется. Мен evlim. Я женат. Также, так как это первое лицо, я, то мен evlim. Sen evlisin, если же это второе лицо. Ну, это я вам объясню в другом уроке. Ахайга бармах, или же evlenmek. Ахайга бармах. Выходить замуж. Балаларınız бар mı? У вас есть дети? Балаларınız бар mı? Benim üç balam, 2 oğlum ve bir kızım var. У меня 3 ребенка, 2 мальчика и 1 девочка. Например, oğlum – это мой сын. Оғлан – это будет в неопределенной форме. Давайте еще раз прочитаю предложение. Benim üç balam, 2 oğlum ve bir kızım var. Или же можете сказать балаларым yok. У меня нет детей. Балаларым yok. Sizin хоранtanız büyük mü? У вас большая семья? Sizin хоранtanız büyük mü? Benim хоранtam büyük. Моя семья большая. Benim хоранtam büyük. Sizin kaç balalarınız var? Sizin kaç баланыз бар? У вас сколько детей? Sizin kaç баланыз бар? Аға ve әпкелерiniz бар mı? У вас есть братья и сестры? Или же Кадя – это младший брат, и kız kardeşleriniz младшие сестры. Аға ve әпкелерiniz. Или же Кадя ve kız kardeşleriniz бар mı? У вас есть братья и сестры? Здесь я для вас выписала Ага – это старший брат, Кадя – младший брат, Апте – старшая сестра, Kız kardeş – младшая сестра. Апте – старшая сестра, Kız kardeş – младшая. Следующие слова. Также можете спросить Ага kardeşleriniz бар mı? У вас есть братья? Ага kardeşleriniz бар mı? Она баба. Родители. Вы знаете, что она – это мама, баба, отец.
и родители ана баба. Торун – это внук или внучка. Торун. Келен – невестка или же невеста. Киев. Вообще-то пишется как бы Киев. Вам будет это слово легко запомнить, когда вы подумаете о городе Киев. Пишется как Киев, но произносится как бы между Е и Ё, как бы Киев. Киев. Жених или же зять. Ахай или же Ходжа. Муж. Апай или же Хадын. Жена. Возможно, многие из вас уже слышали слово апай или же хадын. Но в моем случае я больше слышала слово апай, чем хадын. Давайте еще раз прочитаем все слова на этой страничке. Ага хардашларыныз бармы? Ана баба, торун, келін, Киев, Ахай, Ходжа, Апай, Хадын. Следующие слова. Той – свадьба. Например, той оладжах – будет свадьба. Хайнана – свекровь, теща. Хайнана. Хайната – свекор. Вы видите, что поменялась только одна буква. Теща с буквой Н здесь в конце, а свекор буква Т. Хайнана, ве, хайната. Худа, сват. Худа. Огей баба, отчим. Огей баба. И огей она мачеха. Оксюс. Или же она баба сыс. Она баба родители. Сыс. Окончание сыс это когда без. Как бы предлог без. И поэтому она баба сыс без родителей. Сирота. Или же одно слово оксюс. Давайте еще раз повторим все эти слова. Той – свадьба. Той оладжах – будет свадьба. Хайнана – свекровь. Хайната. Худа. Огей баба. Огей она. Оксюс. Она бабасыз. Ну все, на этом я заканчиваю свой урок крымско-татарского языка. Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите внизу в комментариях, или же можете писать также мне в моем инстаграме _снизу world, и я постараюсь на все ответить. И спасибо большое тем, кто делится моими уроками. Спасибо вам большое. И, как всегда, пишите. Всем до свидания и курушкенджи.